Здесь, в ковидном госпитале для больных, развернуто 180 коек, 20 мест для реанимационных больных. Ежедневно сюда поступают до 12 человек. У каждого коронавирус протекает индивидуально. Температура, одышка, общая слабость организма. К сожалению, это не весь перечень симптомов, делятся врачи. Кто-то уже выписывается, другие без кислородной трубки не могут сделать лишний глоток воздуха. Врачи и рады бы поскорее выписать пациентов из инфекционного отделения. Только вот реальная картина такова, что сейчас в ковидном госпитале на стационарном лечении находится 122 больных. Подключенных к кислороду немало. На данный момент в ковидном госпитале находится 122 пациента. В реанимации 9 тяжелых больных. На кислороде порядка 60 человек находятся в состоянии ближе к тяжелому, в основном средней тяжести. На сегодняшний день обстоят дела с коронавирусом. Не сказать, чтобы болезнь пошла на убыль, она держится на этих цифрах уже довольно-таки давно. 120, 130, 140 больных. Выписывается тоже много, но и поступает тоже каждый день порядка 8, 10, 12. Если ранее главной причиной летального исхода являлись сопутствующие хронические заболевания, то сейчас, по словам врачей, это продолжительные попытки самолечения, приобретение бесполезных, неэффективных антибиотиков, тем более без консультации врача. Я он хабах комбец, лазер отдел ждать халху, лурштаху, цумоштагах. Садиахар фот хавин шиндар бадяши шорт чувастикалды. Хан ачур барыр берж кадер цумоштхора халдурья. Очень многие начинают применять противовирусные препараты самостоятельно, не обращаются за медпомощью, не обследуются, не выявляют, что у них за заболевание, считают, что это просто простуда, просто просквозило, принимают народные средства лечения. Это тоже, может быть, в какой-то мере помогает, но чаще всего люди идут уже в запущенной стадии, в стационар попадают уже как бы запущенные, те, которые не обращались за медицинской помощью и не обследовались. В период первой и второй волн в зоне риска были граждане старше 60 лет. Сейчас возрастная планка намного снизилась. Люди идут и 20-летние, и 25, 30, 40, 50 лет и старше. Но нельзя сказать, что кого-то больше, кого-то меньше, потому что идет население, можно сказать, одинаковое количество разных возрастов. Тем временем врачи обращаются к населению с просьбой не игнорировать ограничительные меры, не задерживаться долго на похоронных процессиях, свадебных торжествах и, конечно, вакцинироваться. Ведь лучшее оружие в борьбе с ковид – коллективный иммунитет. Адам Мережков, Магомед Даскиев. Новости 24.